Не хватает продюсеров. Поверьте мне, здесь не хватает продюсеров. Если появляется хороший продюсер, он валит Москву. Если появляется продюсер здесь, он автоматически его кусает какой-нибудь Филюс Кахиров, и он начинает продавать татарские концерты, понимаете? Это как-то вот так случается из крайности в крайность. Режиссер. Татарстанский режиссер. Он же оператор. Он же Стерка. Он же продюсер. Он же Рахимбай. Он же Ильшат. Он же вегетарианец. Он же саксофонист. Он же снял первый татарский мюзикл «Эпипе». Айсылу Лерон, телерадиоведущая, и Лейла Лерон, блогер, инстаграм-обозреватель, выясняют перспективы татарстанского кинематографа у режиссера Ильшата Рахимбая. Недавно состоялась премьера первого татарского мюзикла «Эпипе». Как все прошло? Давайте мы немного уточним. Не мюзикла, а чуть-чуть мюзикла, потому что денег у продюсера не хватило на полный мюзикл. Мне кажется, уточнение «татарский мюзикл» уже означает, что это чуть-чуть, да? Уже чуть-чуть. К сожалению, фильм на день премьеры не был доделан, показывался непокрашенным, Сыром с видно. недоделанным звуком, да, с недомонтированными клипами. И поэтому эта премьера в первую очередь позиционировалась как показ на фокус-группу. То есть фильм планируется выводить в широкий прокат в Татарстане, дай бог, на новогодних каникулах. Ильшат Рахимбай окончил музыкальный факультет Татарского государственного гуманитарного университета и отделение кинорежиссуры Казанского государственного университета культуры и искусств. Рахимбай – режиссер короткометражных фильмов и музыкальных видеоклипов. Сейчас работает над полнометражной картиной по мотивам рассказа «Алмачуар» татарского писателя-классика Галимжана Ибрагимова. Над чем сейчас работаешь? Работаю над «Алмачуар». Съемки Лаберса у нас переносятся в Казахстан. И, возможно, у нас будут казахские актеры, часть татарских, часть казахских. Это будет копродукция между Татарстаном и Казахстаном. Во-первых, там все налажено, во-вторых, там есть кони, в-третьих, есть команда, которая там уже вот готова там вовлечься в проект. И как бы и зрители. И заодно как бы... Заодно зрители, и немаловажный фактор, это для меня, конечно, бэкграунд, это фон. То есть это другой масштаб по картинке просто. Ну, ты же знаешь, как татары реагируют на всякие такие коллаборации, типа сами, что ли, не могли справиться, вот это вот, заранее ты готов к хейтингу? Вот, Не знаю, а где можно прочитать это? Я не знаю, я не знаю. Не замечаешь то, что вот обычно так реагируют? Пока мне в лицо не выговорят, я нет. Не замечаю. Ну, был ли какой-то Да, я замечаю, я шучу, я вижу, когда там что-то, иногда натыкаешься на... Комментарий, да? Комментарий, да, так называется это. И человек просто объективно не видит ситуацию вообще татарстанскую в России, Россию в мире, Давай вот по мир поводу в этой Татарстане. ситуации тогда. Какая на эта ситуация? В Татарстане, как мне кажется, не хватает вот этого перспективного мышления. Это как у японцев, которые на 400 лет вперед вообще планируют все. И это же естественно, когда ты закладываешь основу. И я не знаю, закладываем мы основу сейчас индустрии в Татарстане и вообще работает ли, когда мир настолько быстро начал меняться. Настолько быстро, что ты пытаешься ухватиться за какую-то реальность, которая у тебя из рук просто ускользает, и в следующую секунду ты уже абсолютно другая новая картинка выстраивается. Готов ли наш мозг татарстанский с нашими тенденциями, с нашими знаниями, с нашими учителями? Готов ли Татарстан со всем его движением быть конкурентоспособным вообще? И как гибкость такая, Гибкость, да, иметь. Или наше поколение, как минимум, этого не умеет. Просто у нас нет чипов, которые отвечают мозгу за это. Я вижу другое поколение, да, более молодое, который по-другому уже размышляет. И вот эта философия, вот, про которую я сейчас говорю, про меняющийся мир, там, где коммуникабельность и там критическое мышление, и вот принципиальное вот это ухватывание за мир,
единственные 3 вещи, которые должны сейчас развиваться в первую очередь. В первую очередь, Да, да. потом финансы. Потом все остальное. Ну, есть же пути, кто уже открыл, там, ты говоришь, казахи, якуты там уже прям вовсю, там, почему же говорю, не это- делать кальку? Это упирается в твое географическое, менталитетное, психологическое, кармическое, космическое положение. И это очень сильно влияет. Естественно, у меня тоже год-два назад, если мы, типа, грубо говоря, создаем компанию, можно же спросить у москвичей, заплатить там 5000 за лекцию, привести его, и пусть он расскажет, как создать компанию. Ну нет, не работает. Не хватает продюсеров. Поверьте мне, здесь не хватает продюсеров. Если появляется хороший продюсер, он валит Москву. Если появляется продюсер здесь, он автоматически его кусает какой-нибудь Филюс Кахиров, и он начинает продавать татарские концерты, понимаете? Это как-то вот так случается из крайности в крайность. Продавать здесь хороший продукт и зарабатывать на этом всем, как бы, да, и еще дальше на этих деньги создавать, это всегда про перспективу пока еще. Я почему с вами делюсь, что идей не хватает? Я и сам про себя понимаю, что возможности-то есть на самом деле. Есть и люди, и можно и продюсера найти, и кого найти. Но не хватает вот реально хороших идей. Реально хороших идей, которые могут выстрелить для тебя, для народа. Конкуренции какой-то не хватает, которая, например, есть в Москве. Когда ты уехал в Москву, ты понимаешь, что или ты пашешь здесь и выбираешься, карабкаешься и выживаешь, или ты обратно Балтасей. Поэтому здесь, в Казани, как бы ты в таком комфортной зоне, что-то ты заработал, тебе хватает этих Ты денег. что-нибудь сделал, про тебя уже сразу же все пишут. Да, это самое Все хвалят ужасное, тебя. да. Вот вы меня пригласили, я такой сижу здесь, значит, утешу свое самолюбие. Я сейчас приду, скажу, я еще сейчас в сторис это выложу, знаете, типа, ну вот интервью со мной сделали, а что, нормально? А в Москве, например, перееду я в Москву, а я там никто. Ну, на самом деле так. Ну ты переедешь в Москву? Ну да. Ты хочешь уехать. И, по крайней мере, я хочу ощутить себя никем, потому что вот этот а-ля матрица вот эта, да, где я ощущаю себя кем-то из-за непонятно чего, из-за чего, пипы, что ли, я себя должен считать кем-то. Это же бред, я же не до этого рожденный мир, как бы, я же ощущаю. А здесь тебя погладят по голове, конфетки там дадут, как бы, и ты, типа там. Ну, ты же снимаешь татарстанское кино. То есть у тебя есть российское Вот по поводу мышление? татарстанского, у меня тоже такой вот вопрос. Вот ты кто? Татарский Пацан. кинорежиссер? Татарстанский кинорежиссер? Российский? Вот ты как себя вообще ощущаешь? Я Режиссер, хочу, давайте я скажу, хочу. Давай. Я хочу. Я хочу. Я хочу, уже все говорю. Да, я просто хочу, да. Я хочу ощутить себя просто режиссером, просто хорошим режиссером, который может разговаривать со всем миром на понятном его языке. Для этого не надо, по сути, переезжать куда-то. Для этого не надо работать там с Голливудом, как показывает мировая, как показывает европейская, да, практика, например. Фильмы все-таки больше на татарском или на русском? А это должно быть неважно. Я хочу, чтобы это было неважно. Я хочу снимать такие фильмы, я хочу дорасти до такого уровня, я хочу дойти до такого уровня, чтобы это было неважно. У кино нет языка, это все знают. И от того, что ты снял это на татарском, на русском, это уже упирается больше в политические моменты, какие-то в исторические моменты. Вот в эти моменты, возможно, да, когда ты кому-то что-то хочешь доказать из-за того, что ты не уверен, скорее всего, да, в чем-то, ты должен снимать кино на том языке, на котором этот фильм может донести там идею какую-то. Оставлять зрителя с вопросом в конце. В некоторых вопросах нельзя оставлять зрителя с вопросом, я так думаю. А, возможно, в большинстве даже вариантов можно оставлять.
Это уже даже хорошо оставлять зрителя с вопросом. Потому что когда он получит ответ, он может забыть это на следующий день. А когда ты ему задал вопрос, и ты знаешь, мозг так устроен, он сразу же загуглит. загуглит, он не будет спать, не Обзор будет. фильма, Да. рецензия, так. Твое счастье режиссера найти хорошего сценариста. У нас- Актера, которого нет в Казани, наверное. У нас как Вообще, два сценариста. почему многие режиссеры несчастны? Потому что их счастье зависит от очень многих вещей, да, видимо. И это и актер, и сценарист, и как бы и идея сама, и композитор, да. и все, и локации, и фактура, и удача. гример. И ничего не получается, пока сверху не разрешили. Я считаю себя просто обязанным всем желать счастья, делиться этой своей энергией, которая во мне сейчас накопилась. Я всем его дарю. Я всем желаю счастья. Я всем желаю счастья. Я всем желаю счастья. Один только вопрос у меня остался. Ты все еще играешь на саксофоне? Ты меня очень поддержал на одном мероприятии, сыграл, ты помнишь? Был такой опыт. Слушай, честно, вот я щас не вспомнила. брал саксофон в руки где-то год, но периодически, вот там в последнее время я там бужу своего художника внутреннего, и периодически у меня есть жесткое желание там взять в руки и просто там поимпровизировать. И я, наверное, это сделаю сегодня. Да, ты меня напомнил, слушай.